Друзья, сегодня мы поговорим снова о так называемом тунеядском декрете, либо декрете президента номер 3 в новой обновленной версии. Была старая версия декрета о тунеядцах, по которому все трудоспособные, не занятые в экономике граждане были вынуждены платить государству налог. Все мы помним протестные акции 2017 года, и как результат появляется новая обновленная версия. Сегодня государство не требует с каждого неработающего налог. Но тем не менее, каждый, кто попал в так называемую тунеядскую базу, то есть люди, которые по версии власти трудоспособные, но не занятые в экономике, должны оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Что такое экономически обоснованные тарифы? На этот вопрос нам не ответит даже наше правительство. Например, для гомельской домохозяйки Марии Тарасенко услуга по подогреву горячей воды в этом году подорожала в 5,5 раз. Вдумайтесь в эту цифру. На 550% сразу дорожает услуга. Как такое может быть? Тогда что составляет те 100%, о которых нам каждый день говорит правительство? О том, что мы не оплачиваем услуги ЖКХ в размере 100%. Практика применения обновленного декрета показала, что власть предъявляет экономически обоснованные тарифы только к тем не занятым в экономике, которые являются собственниками квартир. Вот пример Марии Тарасенко яркий тому пример. Она трудоспособна, она не занята в экономике, и ей государство уже продало в 5,5 раз дороже такую услугу, как подогрев горячей воды. Об этом Мария Тарасенко узнала из полученной только что жировки. Мария Тарасенко намерена идти в суд и доказывать, что государство чрезмерно вторгается в частную жизнь ее семьи. Представляете ситуацию? Семья, муж и жена договорилась, ячейка общества, жить по своим правилам, муж работает, жена ведет домашнее хозяйство. Нет же, к ним постучался декрет в окно и говорит: ребята, будете жить по нашим правилам. Если не хотите оба работать, соответственно, мы для вас будем продавать услугу ЖКХ 550% дороже. Разве это не чрезмерное вторжение в частную жизнь конкретной семьи? И опять же важно помнить, что труд в нашей стране по Конституции является правом, а не обязанностью. Каждый самостоятельно для себя принимает, чем заниматься в жизни. Вести домашнее хозяйство при работающем муже, либо идти и работать по найму. Почему, например, соседке Марии Тарасенко, которая не является собственницей квартиры, государство продает услуги ЖКХ по одному тарифу, а для Марии Тарасенко продает по так называемому экономически обоснованному тарифу, только потому, что у Марии Тарасенко есть собственности квартир. И тогда мы заявляем о дискриминации к такой социальной группе, как собственники квартир. Государство извлекло уроки из протестной акции 2017 года, и новая редакция, ее практика применения показывает, что применяют этот декрет к трудоспособным, не занятым в экономике, которые являются только собственниками жилых помещений. А как быть со всеми теми, кто не работает и не является собственником? Тут можно задаваться вопросом, что же делать в такой ситуации? Что делать тем людям, которым в дом постучался обновленный декрет о тунеядцах? Платить, либо идти и доказывать необоснованность предъявляемых претензий? Мария Тарасенко решила бороться. Она обратилась с жалобой в горисполком на действия так называемой комиссии по содействию занятости населения и поставила вопрос о том, что государство вторгается в ее жизнь, о том, что государство принуждает ее к запрещенному труду и опять же говорит о применении с государством в отношении ее дискриминации. Мария Тарасенко готова идти в суд и доказывать это. Мария Тарасенко просит, чтобы чиновники поставили все же вопрос на предмет проверки конституционности данного временного декрета президента. Что будет, покажет время. Но, тем не менее, мы, правозащитники, рекомендуем каждому не сидеть сложа руки. Пример Марии Тарасенко показывает, что если мы сопротивляемся, власть прислушивается к нашим протестным настроениям. Та работа, которую проводит Мария Тарасенко,
она не осталась незамеченной со стороны власти. Власть заморозила до 1 мая подорожание таких услуг, как газоснабжение, теплоснабжение. Понятное дело, что в мае месяце не актуальным будет, наверное, подорожавшее теплоснабжение, потому что лето такой период времени. Но с осени все это может стать достаточно серьезным. Представьте, 5,5 раз подорожала вода, подогрев воды, потом подорожает 5,5 раз газ, бытовой газ, а потом подорожает 5,5 раз и теплоснабжение. Ни один, мне кажется, семейный бюджет не сможет выдержать настолько подорожавшие коммуналки. Понятно, что государственные интересы – это пополнение казны. Однако мы, граждане, должны понимать, что покупая в торговле любой товар, мы уже принимаем участие в экономике, поскольку мы платим косвенные налоги. Каждый из нас, вне зависимости от своей занятости, является плательщиком налогов. Тем самым каждый из нас принимает участие в экономике. Поэтому такой термин, как трудоспособный незанятый в экономике, высосан из пальца. Наша с вами задача не сдаваться, отстаивать свои права. Обращайтесь к нам, к правозащитникам. Вместе мы победим. Смотрите наш канал, подписывайтесь на наше видео и не давайте себя обмануть.